Если тебя спросят, кто твой Господь, что ты скажешь? Мой Господь Аллах. Рабби Аллах. Рабби Аллах. Который взрастил, Раббани. Раббани, то есть взрастил, создал, дал существование, наделил всем необходимым. Раббани. Взрастил как благами материальными, так и благами духовными. Раббани. И взрастил все миры своими нескончаемыми милостями, субхану ва тааля. И если Он является Господом, единственным Господом, если ты признаешь, что Аллах субхану ва тааля, Он единственный в господстве, то есть в чем? В создании, во власти, в распоряжении, в управлении, это значит, Он должен быть твоим единственным Богом, которому ты поклоняешься. Тот, кто есть Рабб, Господь, то есть тот, кто творит, управляет и истинно владеет, тот должен быть и кем? Иляхом, то есть тем, кому направляет поклонение, посвящается поклонение. Вот очень часто в Коране, очень часто, внимательно, очень часто в Коране Аллах субхану ва тааля приводит неверующим в качестве довода на единобожие в поклонении, в улухия. Что приводит в качестве довода? Чтобы они поняли, что нужно поклоняться только Аллаху, приводится в качестве довода то обстоятельство, тот факт, что они же сами признают единственность Аллаха в чем? В рубубия, в господстве, что Он Рабб, единственный Господь. Если ты признал тавхид рубубия, то отсюда обязательно должно вытекать, что признание тавхид улухия у тебя. Обязательно должен признавать, что и поклонение только Аллаху субхану ва тааля. И автор приводит здесь доказательства, как всегда. Всегда обязательно слова свои сочетает с чем? С доводом. Какой довод? Какой довод привел автор? Смотрите. Будьте со мной, будьте со мной. Если вы будете не со мной, я сразу это вижу. Хорошо? Я сразу вижу, какое крыло не со мной, какое со мной. Какое доказательство? Альхамду лилляхи раббил аламин. Первый аят из суры Аль-Фатиха, после Бисмилляхи рахмани рахим. Является ли Бисмилляхи рахмани рахим аятом Фатихи или нет? Здесь есть разногласия среди уляма. Аллаху та'аля более правильно, что является аятом Фатихи. Так, Альхамду лилляхи раббил аламин. Автор говорит, доказательство, вся хвала только Аллаху, Господу миров. Указывается на то, что Аллах, субхану ва тааля, Творец, Он есть Господь всех миров. Теперь слушайтесь в эти слова. Альхамду лилляхи раббил аламин. В этих словах доказательство того, что сказал автор, что мой Господь это Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями. Альхамду лилляхи раббил аламин. Альхамд, мы сказали с вами, восхваление кого-то с любовью предельной и возвеличиванием за совершенство, за его совершенство. Это альхамд. Когда человек делает альхамд, это что? Это поклонение. Верно? Это один из видов поклонения. Это часть поклонения, восхвалять Аллаху субхану ва тааля. Верно? Аль-хамд – это поклонение в виде хамда. Это поклонение в виде хамда, в виде хвалы. Кому? Только лилля. Только Аллаху субхану ва тааля. Почему? Дальше ответ. Раббил аламин. Да потому что Он Господь миров. Но ведь это же Он, который создал все эти миры. Ведь это же Он, который взрастил их всеми благами, этими дарами и милостями. И среди этих миров ты тоже одно из творений, среди этих бесконечных миров, бесчисленных миров. Итак, аль-хамд, я делаю аль-хамд, я поклоняюсь Аллаху, делая Ему хамд, только Аллаху, лилляхи. Почему? Потому что Он Господь миров. Тот, кто Господь, тот, кто творит, управляет и владеет, тому, кому принадлежит господство рубе, только Он, значит, заслуживает поклонения. Вот это вот, альхамду лилляхи раббил аламин, доказательство на это. На что? Что поклонение заслуживает тот, кто является
Господом, Творцом. Понятно? Что таухид аль-рубубия непременно подразумевает что? Ильга. Таухид аль-улухия. Хорошо? Итак, еще раз. Альхамду лилляхи раббил алямин. Альхамд, восхваление Аллаха, это поклонение кому только? Лилляхи, Аллаху. Почему? Потому что Он Господь. Кто Господь, кто Создатель, только Ему возможно поклонение, посвящение поклонения, только Ему и все. В этом аяте, альхамдулилляхи раббил алямин, доказательства на все три вида таухида. Некоторые говорят, ну где вы взяли три вида таухида? Откуда вы взяли, что таухида три вида, именно три части таухида, может 4? Мы говорим, да, нет такого хадиса, нет такого аята, где сказано, таухид имеет три вида, таухид рубубия, улюхия, аль-асма ва сифат. Действительно, нет такого аята. Действительно, нет такого хадиса. Но ученые, изучив все аяты и хадисы по акиде, по таухиду, увидели, что таухид, единобожие, не выходит за рамки вот этих вот трех видов. Есть три вида. Хорошо? Все, что сказано о таухиде, вот сосредоточено, содержится в трех видах, в трех частях. Рубубия, улухия, аль-асма ва сифат. Хорошо? Тут довод какой? Довод табау-ль-истиқра, то есть изучение всех аятов и хадисов привело уляма к этому выводу. И вот это один из примеров. Альхамдулилляхи раббил алямин. Здесь доказательства на все виды таухида, на все три. Альхамд. Это что мы сказали? Поклонение. Это доказательство на какой таухид? Аль-улухия. Таухид божественности. Лилляхи, Аллах. Упоминается имя Создателя. Имя Создателя. Причем величайшее из имен Аллах Субхану ва Тааля. Согласно одному из мнений, Аллах есть величайшее имя Аллах Субхану ва Тааля. Это таухид какой? Аль-асма ва сифат, имен и атрибутов. Раббил алямин, Господу всех миров. Это таухид, утверждение чего? Божественности рубубия, божественности Аллаха Субхану ва Тааля. И другие доводы, на самом деле, мы, иншаллах тааля, будем проходить с вами, которые в Коране четко указывают нам на наличие этих трех видов таухида. Итак, вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. То есть, словно ты говоришь, я восхваляю Аллаха, поклоняюсь Ему через восхваление, потому что Он есть Господь. Если Он Господь, Раб, значит, Он должен быть и непременно единственным Богом. Единственным, кому поклоняются. В этом аяте все три вида таухида. Альхамда, улухия, лилляхи. Аллах, имя Субхану Раббил алямин, рубубия, таухида рубубия. И на это же правило, какое правило? Мы сами какое правило сейчас изучили? Что кто Господь, тот и Бог. Кто Господь, тот и Бог. Бог, то есть кому поклоняешься. Если не Господь, если не Творец, а творение не может быть Богом. Это будет ложным.